Десятки городов недели в пути и более 15 тысяч посетителей. Теперь поезд Победы добрался и до Ингушетии. На железнодорожный вокзал в Назрани состав прибыл еще в субботу вечером. А уже утром на перроне жители республики встречают его песнями военных лет и радостными лицами. Все это полностью воссоздает атмосферу победного мая, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками и цветами встречали вернувшихся с фронта. В честь прибытия уникального передвижного музея в республику на ЖД-вокзале организовали торжественный митинг. Открывают его почетные гости. В соответствии с указаниями президента Российской Федерации, министра обороны, сегодня в городе, овеянном славой, в городе Назрани, мы проводим всероссийскую акцию «Мы армия страны, мы армия народа». Это мероприятие в городе и республике проводится впервые. Но я уверен, что оно станет традиционным, и город Назрань будет неизменно числиться в маршрутном листе подобных воинских эшелонов. «Мы армия страны, мы армия народа» стартовала 25 апреля в городе Москве. Более 50 городов посетит наш поезд на территории страны от Москвы до Владивостока. В городе Назрани это уже 16-я остановка и самая южная точка маршрута на Северном Кавказе. Прибытие эшелона в Назрань не случайно. Славные сыны Ингушетии всегда были, есть и остаются воплощением храбрости и неизгибаемой воли и любви к своему Отечеству. Более 20 тысяч сынов Ингушетии отважно сражались в Великую Отечественную войну. Я горжусь тем, что я могу вспомнить первого летчика-героя из всех народов Северного Кавказа. Им был Рашидбек Ахриев. Не меньше их число и сейчас стоят по всей стране на страже мира в борьбе с ненавистным терроризмом. Цель нашей акции, цель нашего эшелона, цель всех нас – напомнить обществу о героях, сплотить людей через историю и современность. В нашей республике знаменательное, радостное и очень красивое событие. Мы принимаем поезд, который действительно пройдет через всю страну. Это очень важная акция, это очень нужная акция, это очень своевременная акция, потому что армия сегодня, вооруженные силы Российской Федерации, являются важнейшим институтом нашего общества. Действительно, армия и народ – это то, что составляет главное для всех жителей нашей огромной необъятной страны. Потому что все, что мы делаем, все, что мы производим, все, что мы унаследовали от прошлого, все, что мы оставляем будущему, оно должно быть надежно защищено. А защищено оно будет надежно, если у страны будет боеспособная, мощная, одухотворенная, славная армия. Поезд Победы – это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Офицерский вагон платформы с военной техникой, вагон операционная и крытый вагон-теплушка. Именно такие поезда ездили во время Великой Отечественной. Правда, тогда состав был существенно длиннее. Сегодня эшелон сформирован из 8 тематических и 4 технических вагонов. Наш вагон посвящен хронике цветных революций, механизмы и их последствия. Визуально мы можем посмотреть, представить на карте мира, где проходили такие события, и визуально все это посмотреть, какие последствия, к сожалению, приводят так называемые цветные революции. В нашем вагоне существует QR-код, его можно отсканировать и нашу экспозицию посмотреть более наглядно, более интерактивно с помощью вашего смартфона. То есть наводим на любую фотографию, и в вашем смартфоне хроника тех событий, она оживает, то есть можно посмотреть наглядно. Выставочная композиция уникальна и мультимедийным сопровождением. 50 видеопроекторов, 18 видеостен. В каждом вагоне поезда-музея уникальная история, в которой переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Там стояли 2 красивые машины, они мне понравились. Трофейные машины Сирии, вот, которые переделанные машины, они все интересовались, почему они такие. Я им объяснял, что это трофей, это как бы добыто во время войны, они вот тогда поняли уже. Всего за годы Великой Отечественной в перевозках по эвакуации раненых было задействовано 11 863 поезда. А общее число вывезенных железнодорожным транспортом раненых и больных составляет более 5 миллионов человек. Приятно, что этот поезд посетил нашу республику, потому что у нас
очень много желающих ребят, которые хотят в армию пойти, в военное училище поступать, воочию посмотреть быт, технику, ну и все, что связано с военной службой. Поэтому здесь очень много молодежи. Самое главное, на мой взгляд, сегодня статус вооруженных сил восстановлен. Я хорошо помню 90-е годы, начало 90-х, когда, к сожалению, престиж армии, даже не престиж, а скорее тяготы, проблемные стороны службы заставляли покидать армию лучших ее сынов. Сегодня престиж и статус армии восстановлен. Отдельный вагон посвящен участникам движения «Юнармия». Мы самые первые в этих рядах, потому что у нас здесь есть целый вагон, посвященный Юнармии. Ну и тема армии, это же, конечно, непосредственно наша тема. И вы видите выходные праздники, но больше всех, мне кажется, здесь юнармейцы, потому что нам просто стоило вчера вечером там бросить клич, и они все откликнулись, и все и выступаем. На улице также организованы различные палатки, где проводятся мастер-классы и даже набор на военную службу в ряды российской армии. Это мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь мы рассказываем ребятам о преимуществах поступления на военную службу по контракту. Также разъясняем порядок поступления на военную службу по контракту. Много ребят подходят, интересуются. Сегодня уже посетило наш пункт более 30 человек. На ЖД вокзале поезд простоял всего несколько часов, но за это время сотни жителей республики смогли своими глазами увидеть, какие испытания прошли участники Великой Отечественной. Как говорят сами создатели эшелона Победы, поезд – это метафора жизни человека. Каждому из нас, глядя в глаза тех, кто защищал нашу Родину, стоит задуматься, для чего и как мы живем, достойно ли распоряжаемся даром, полученным от поколения победителей, даром жизни. 10-й день мы тащимся в теплушке. В степи висит малиновая мгла. В твоих руках огрызок старой сушки. Как хорошо, что ты еще мала. 4-й год, а детства не было дома. Опять зима идет белым-бела, а ты смеешься снегу молодому. Как хорошо, что ты еще мала. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.